الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда воспитывал сподвижников, когда воспитывал свою умму, он это делал множествами способов. То есть, когда он увещевал их, когда он их призывал к благому и удерживал их от порицаемого. И вот этого вот религиозного воспитания посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал разными способами. И один из этих способов посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал сподвижникам истории, которые случались с людьми, которые жили до них. То есть это могли быть кто угодно, начиная с Адама, алейхиссалям, и заканчивая временем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И он нередко об этом рассказывал, нередко говорил, что происходило с людьми, которые были до этого времени, какие они ошибки совершали, или наоборот, какие они благие поступки совершали. И тем самым он пытался повлиять на богобоязненность служащих его сподвижников. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля, более того, сам Аллах Субханаху ва Тааля в Коране приказывает посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывать рассказы. В одном из аятов Аллах сказал: «Факусус иль касаса ла'аллахум ятафаккарун». И рассказывай им истории, рассказы, и, быть может, они поразмыслят над этим. Поразмыслят, то есть мекканские мушрики, те, которые не уверовали в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах призывает его увещевать этих людей посредством рассказов, которые случились до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому рассказывать эти истории, которые действительно случались, которые действительно являются достоверными и которые были известны от Аллаха в Коране, например, рассказы Муса, рассказ Нуха, алейхиссалям, да, рассказы о других пророках, о которых часто вспоминается в Коране, либо которые нам известны истории от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому в этом нет никаких запретных вещей. Это наоборот побуждается, чтобы мы рассказывали нашим детям, нашим близким, нашим друзьям эти истории, которые мы познали от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, от Аллаха. А также сюда же входят и те истории, которые случались в жизни и которые действительно были. То есть не вымышленные, не вымысел, не чьи-то придуманные сказки. И поэтому праведные предшественники порицали рассказы, которые не имеют ничего общего с действительностью. Выдуманные сказки, да? И они порицали, чтобы люди сидели ночами напролет и друг другу рассказывали, как, например, там вот эта вот сказка «Тысяча одна ночь», да? То есть пересказывают друг другу разные рассказы, которые на самом деле не случались, в которых есть вымысел, в которых есть предавание Аллаху сотоварищей, в которых есть упоминание совершения разных грехов, поэтому это сюда не относится. В целом рассказывать истории и рассказы, которые действительно являются поучительными, в которых действительно есть назидание, увещевание для верующих и которые достоверные, да? Не чьи-то измыслы, да, которые они придумали, да, а действительно достоверные, то в рассказах таких вещей нет ничего страшного и ничего порицаемого. И сегодня я хочу вам рассказать хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который пришел в сборнике Сахих Бухари и Сахих Муслим, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в этой длинной истории хочет донести урок и увещевание для всех верующих. Да? То есть, прочитав эту историю, услышав эту историю, иншаллах, дальше
я расскажу вам некоторые выводы, которые можно сделать из этой истории. Однажды Аллах Субханаху ва Тааля захотел подвергнуть испытанию троих из числа сынов Израиля, да, Бану Исраиль, среди которых вот эти трое, один из них был прокаженный, кожа которого поразилась, да, и были язвы, и на него было неприятно смотреть. Другой был лишен всех волос, да, и третий был слепым, который ослеп. И Аллах Субханаху ва Тааля послал к этим троим ангела, который явился к прокаженному, да, и сказал: чего ты хочешь больше всего? Он сказал, то есть прокаженный сказал: я хочу, чтобы цвет моей кожи, он был приятным, а также сама кожа, чтобы она была хорошей, и я хочу, чтобы от меня ушло то, ради чего меня избегают люди. То есть, чтобы я стал приятным людям, чтобы люди не сторонились меня, а наоборот разговаривали со мной, были со мной близки, да? И тогда ангел провел по нему рукой, и болезнь его прошла. И этот человек, который болел проказой, он опять стал, то есть его кожа оздоровела, стала хорошей, и он был наделен хорошим цветом. Дальше ангел спросил у него: а какое имущество нравится тебе больше всего? Он ответил, то есть бывший прокаженный сказал: мне нравятся верблюды. И тогда ему была дарована стельная верблюдица, то есть которая вот-вот родит. Да? И после этого ангел сказал: да сделает ее Аллах благословенной для тебя. Далее ангел подошел к лишенному всех волос и спросил: а чего ты хочешь больше всего? Он сказал: я хочу хороших волос, и чтобы ушли все причины, ради которых меня избегают люди. И тогда ангел провел по нему рукой, и этот человек снова был наделен хорошими волосами. И тогда ангел спросил: а какое имущество нравится тебе больше всего? Этот, который ранее был лишен всех волос, сказал: мне нравятся коровы. И тогда этому человеку была дарована стельная корова, которая должна была вот-вот родить. И после этого ангел сказал: да сделает Аллах ее благословенной для тебя. Далее ангел явился к слепому и спросил: а чего ты хочешь больше всего? Слепой сказал: я хочу, чтобы Аллах вернул мне зрение, и я увидел людей. И тогда ангел провел по нему рукой, и Аллах вернул ему зрение. И потом ангел спросил: а какое имущество тебе нравится больше всего? И этот человек сказал: мне нравятся овцы. И после этого ангел подарил этому человеку стельную овцу, которую вот-вот должна была принести приплод. И тем самым он сделал дуа за него, да? Сделал дуа, чтобы Аллах сделал благословенной тебя в этом животном. И далее все эти три животных, говорит, дали большой приплод: и верблюдица, и корова, и овца. И через некоторое время у первого была, говорит, огромная долина, которая состояла из верблюдов. То есть из одной верблюдицы у него разрослось стадо, да, и этого имущества у него стало очень много. Далее, которому была дарована корова, точно так же, то есть у него стало огромное стадо, и кому была дарована овца, точно так же это стадо разрослось, и у него было большое количество овец. И после этого ангел, этот же самый ангел, вернулся прокаженному и, приняв прежнее обличие, то есть стал похожим на неимущего, нуждающегося, и сказал ему: я бедный человек, и в пути я лишился всех своих средств, и некому мне сегодня обратиться, кроме Аллаха, а после него к тебе. И я прошу тебя Аллахом, кто даровал тебе хороший цвет и хорошую кожу и богатство, дай мне верблюда одного, да, с помощью которого я смогу завершить свое путешествие. И этот человек, который бывший прокаженный, да, он сказал: у меня много долгов, не могу я, к сожалению, тебе дать, да, много, говорит, долгов. И тогда ангел сказал: кажется, я тебя знаю, не ты ли был прокаженным, которого избегали люди, и не ты ли был бедняком, которому Аллах даровал богатство? И этот человек сказал: поистине я унаследовал это богатство от своих предков. И тогда ангел сказал: если ты солгал, то пусть Аллах придаст тебе прежний облик. Затем ангел явился к тому, который был ранее лишен всех волос, да?
и, подойдя к нему, сказал все то же самое. Да? То, что он бедняк, то, что он нуждается на пути, не мог бы он даровать ему одну корову, чтобы он на эти средства смог вернуться, закончить свой сафар, свое путешествие. И этот человек то же самое сказал. И тогда ангел ему сказал: если ты солгал, да пусть Аллах вернет тебе твой прежний облик. Затем ангел явился к бывшему слепому, приняв облик, подобный его прежнему облику, и сказал: я бедный путник, и я лишился всех средств во время своего путешествия, и не к кому мне сегодня обратиться, кроме Аллаха, а после него к тебе. Заклинаю тебя тем, кто вернул тебе зрение, дай мне одну овцу, которой мне будет довольно, чтобы завершить свое путешествие. И этот бывший слепой сказал: я действительно был слепым, а Аллах вернул мне зрение. Бери же, что хочешь, и оставь, что хочешь. И клянусь Аллахом, я сегодня не стану обременять тебя ничем. То есть я тебе просто так подарю. Я не буду просить, чтобы ты мне вернул когда-нибудь, потом вернул это имущество. И что бы ты ни взял ради Аллаха, всемогущего и великого, я не буду с тебя спрашивать. И тогда ангел сказал: оставь себе свое имущество, ибо поистине вас только подвергли испытанию. И Аллах остался доволен тобой, а на двоих твоих товарищей он разгневался. Такой вот большой хадис, да, который был передан в сборниках Сахих аль-Бухари и Сахих аль-Муслим, который является достоверным хадисом. Да? И этой историей посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увещевал своих близких, увещевал сподвижников, а после них и всю свою умму. И поэтому ученые, когда разбирают этот хадис, да, они разбивают этот хадис на множество частей и делают множество выводов из этого хадиса. И, во-первых, конечно же, мы должны знать то, что Аллах Субханаху ва Тааля, Он испытывает людей. Испытывает иногда болезнью, выдержит ли этот человек, будет ли делать он сабр, да? Либо он будет ругать предопределение, либо он будет ругать Аллаха Субханаху ва Тааля за то, что его постигла такая беда. Также Аллах Субханаху ва Тааля будет испытывать и здоровьем. Что будет этот делать человек, когда у него будет все хорошо? И также Аллах Субханаху ва Тааля тем самым будет выявлять тех, которые были благодарными, оказывали благодарность Аллаху, либо которые стали неблагодарными. И поэтому испытание Аллаха Субханаху ва Тааля, оно может коснуться всех нас. И мы, как верующие, да, мы должны быть благодарными Аллаху Субханаху ва Тааля, если Он нас одарил своей милостью. Если Он подверг нас испытаниям, то должны проявлять терпение, делать сабр, говорить альхамдулилля, и это в итоге тоже станет для нас большим благом. Также ученые говорят, то, что в этом хадисе указывается, то, что Аллах Субханаху ва Тааля иногда испытывает людей такими вещами, рядом с которыми наши обычные, обыденные проблемы, они вообще становятся такими мелкими. Вот представьте, да, он 3 людей испытывал чем? Первый был прокаженным, вся его кожа покрылась вот этими вот язвочками, да, вся его кожа была такой неприятной, находиться с ним, стоять рядом с ним даже неприятно. Второй лишился всех волос, да. Третий, он был слепым. И на самом деле вот эти вот испытания, да, они очень большие испытания. И когда мы утром, машина не завелась, там ребенок там 2 получил, там еще что-нибудь, да, иногда мы это воспринимаем как будто прям такая большая вселенская проблема. А хотя Аллах Субханаху ва Тааля испытал нас лишь малой частью, которой он иногда испытывает других людей большими бедами. И поэтому, уважаемые братья, Аллах Субханаху ва Тааля, как я уже вам сказал, тем самым выявляет тех, кто терпит, или те, которые бранят Аллаха, бранят предопределение. И поэтому, если же человек будет неблагодарным, если же он будет говорить слова, которые гневают Аллаха Субханаху ва Тааля, то он потеряет и этот свой мир, и потеряет свой мир вечный. Также ученые сказали,
то что из этого хадиса можно сделать вывод, то что Аллах субханаху ва та'аля иногда наделяет по своей милости и по своей мощи, наделяет ангелов такими силами, и эти ангелы могут совершать чудеса. И это не только ангелов, и он и людей тоже также может наделять разными чудесами, о которых Аллах субханаху ва та'аля говорит в Коране. И что касается ангела, да, то этот ангел, что он сделал? Он, по милости Аллаха, с дозволения Аллаха, он исцелил прокаженного. Обычно, да, то есть во всем нашем мире, то есть среди всего того, что Аллах субханаху ва та'аля создал, ангелы не исцеляют. Они, это, то есть, не является их особенностью. Но Аллах субханаху ва та'аля дал такую возможность именно этому ангелу, именно в это время, чтобы исцелить этого человека. И точно так же человек, который был лишен всех волос, ангел исцелил его. И который был слепым, ангел сделал его зрячим. Да? И точно так же Аллах субханаху ва та'аля описывает в Коране про Иса ибн Марьям, Иисуса, да, сына Марии, как говорится по-русски, да? Иса ибн Марьям, Аллах субханаху ва та'аля в Коране приводит слова и говорит про Ису, да? Ты, говорит, создаешь из глины в виде птицы с моего дозволения и вдуваешь в него душу с моего дозволения, исцеляешь слепого и прокаженного с моего дозволения. И поэтому здесь, когда мы читаем подобные аяты и читаем подобные хадисы, мы должны знать, что это не Иса обладал такой силой. Это не только потому, что он был рожден от Марии, от Марьям. Это не только потому, что тот ангел был всесильным. Нет, это потому, что Аллах субханаху ва та'аля наделил их такой силой. И поэтому и в нашей жизни, и после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, иногда случаются чудеса, караматы, как их называют, да? Но часто вместе с караматом, вместе с этим чудом, которое Аллах дарует кому-то из праведных своих приближенных людей, аулия, как мы говорим, да? Иногда люди путают этот карамат, это чудо с разными колдунами, с разными проявлениями колдовства. И поэтому имам Шафи'и дал нам такое правило, и он сказал, если увидишь, как человек, говорит, идет по воде, то есть не тонет, идет по воде, либо, говорит, витает в воздухе, летает в воздухе, то, говорит, проверь, говорит, его действия. Если же они, говорит, соответствуют с Кораном и Сунной, тогда, говорит, верь. А если же, говорит, не соответствует Корану и Сунне, тогда не обольщайся этим человеком. То есть, главное мерило, чем мы можем разделить карамат, чудо и от колдовства, от разного вида вот этих вот всяких там этих, да, то мы можем это понять по соответствию дел этого человека с книгой Аллаха субханаху ва та'аля и сунной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому, если он является набожным, если он богобоязненный, если он живет в соответствии со словами Аллаха субханаху ва та'аля, если он строит свою жизнь в соответствии со словами пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то в этом случае, как сказал имам Шафи'и, лишь в этом случае, говорит, верь ему. А иначе, говорит, не обольщайся этим человеком. И поэтому, и вывод какой? Вывод, то, что Аллах субханаху ва та'аля иногда этой силой может наделять ангелов и может наделять людей. Ну, караматы — это длинная тема, караматы аулия, праведников, да, это длинная тема, и этому, наверное, даже стоит посвятить отдельную лекцию, отдельный урок, потому что очень много нюансов, очень много правил, и поэтому переходим дальше. И также ученые сказали, то, что из этого хадиса мы, говорит, понимаем, то, что зачастую людей обольщает изобилие. Если с ними все хорошо, если у него бизнес идет в гору, если у него дома нет никаких проблем, это, говорит, их делает обольщенными. И они часто забывают благодарить Аллаха субханаху ва та'аля за это. Часто забывают и, как говорится, не только некоторые люди, это большинство людей. То есть это природа людей такова, как сказал Аллах субханаху ва та'аля в суре Саба,
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. И лишь малая часть из моих рабов являются благодарными. А в основном люди, да, как только с ним становится все хорошо, как только у него заканчиваются проблемы, у него сразу автоматически нос сразу поднимается, начинает к небу, да, высокомерие появляется, и он забывает о праве Аллаха, субханаху тааля, об обязанностях, которые Аллах, субханаху тааля, ему наделил. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов сказал: «Познай Аллаха в изобилии, и Он узнает тебя, когда у тебя будут тяжести». Когда у тебя будут разные тяжести, разные проблемы. И, то есть, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, специально сделал ударение на то, чтобы человек знал об Аллахе, вспоминал об Аллахе, когда у него нет никаких проблем, когда у него изобилие. Потому что, когда ему тяжело, все сразу вспоминают про Аллаха. Когда тяжело человеку, все сразу начинают делать дуа, начинают просить у Аллаха, субханаху тааля, становятся и в намазах искренними там, и так далее. А когда с ним все хорошо, да, лишь малая часть вспоминает об этом, лишь малая часть, то есть благодарят Аллаха должным образом. И поэтому, как следует из этой вот истории, которую привел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это то, что люди, да, первые два, они из-за того, что у них имущество разрослось, да, они позабыли об этом, да, у меня, говорит, долги, начали отмазываться, как мы говорим, да, начали искать отговорки, я, говорит, тебе, конечно, дал бы, да, но у меня, говорит, долги. Он, то есть, и наотрез не отказывает, да, пытается сохранить какой-то этикет, да, но и вместе с этим и не помогает, и ничего не делает. Также ученые сказали, вот в этой истории, говорит, можно понять мышление, можно понять логику действий вот этих людей, которые являются жадными, которые свое имущество, говорят, держат у себя здесь у груди, и которые, говорит, являются щедрыми, и которые являются благодарными Аллаху субханаху ва тааля. И поэтому, вот когда он пришел к слепому ангелу, да, слепой человек сказал, бывший слепой, который уже потом уже стал зрячим, да, он сказал: я, говорит, был слепым, мне, говорит, было тяжело, и Аллах субханаху тааля обогатил меня, Аллах субханаху тааля исцелил меня, да. Из этого он какой вывод сделал? То, что бери сколько хочешь, и я, говорит, не потребую чего? Не потребую возврата. То есть, сколько тебе надо, забирай, все это ради Аллаха, да? Я не буду просить, чтобы ты потом мне это вернул. А мышление людей, которые не благодарят Аллаха, мышление людей, которые являются жадными, мышление людей, которые никогда не насыщаются тем, то, что у них в этом мире есть. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов очень четко описал людей, которые по своей природе являются жадными, которые не благодарят Аллаха, которые весь смысл своей жизни видят в том, чтобы приумножить то, что у него есть. Да? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если у сына Адама будет, говорит, две долины из богатства, да, две огромные долины из богатства, он непременно захочет к этим двум и еще и третью. Чтобы еще и третья была. Да? И в другом риваяте хадиса приводится, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если у сына Адама, говорит, будет долина из золота, огромная долина. Что такое долина? Да? Это вот местность между двух гор. Огромная местность. Если, говорит, она будет наполнена золотом, он непременно захочет к ней и вторую точно такую же, наполненную золотом. И дальше пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, продолжает и говорит: и человек, говорит, насытит свой живот лишь тогда, когда, говорит, в его живот войдет земля. Он, говорит, насытится, успокоится лишь тогда, когда в его живот зайдет земля. Что это, о чем это говорит? Это на что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, намекает, да? Он говорит, что если его похоронят после смерти, лишь только тогда он успокоится. А до самой смерти он будет пытаться еще, больше, да? Как тот самый вот хан из мультика с антилопой, да?
который говорит еще больше, да, который как бы хотел еще больше золота. И поэтому вот здесь, в этом хадисе, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, показал то, что люди бывают двух видов, да? Верующий, благодарный, и который не верит в Аллаха, который не благодарит Аллаха, который является жадным и весь образ своей жизни видит в том, чтобы заработать, приумножить свое имущество еще больше, да? Вот это совсем два разных мира. Совсем два разных мира. И альхамдулилля, жизнь первых людей, она намного легче. Потому что жизнь вторых, которые только, то есть еще больше, да, у них постоянно стресс, у них постоянно депрессия, они постоянно, да, как сказать, испытывают трудности, постоянно копаются там, я не знаю, там, в телефонах, в компьютере, там, еще в что-нибудь, да, то есть все свое время тратят на то, чтобы поддерживать и увеличивать свое имущество, да. А первый человек, альхамдулилля, он то, что надо, все причины выполняет, а дальше полагается на Аллаха. Не забывает заниматься благотворительностью, не забывает выплачивать из своего имущества закат и иные фарзы, которые Аллах субхану ва тааля ему предписывает. И поэтому тот бывший слепой и ныне зрячий человек, он легко мог расстаться со своим имуществом. Сказал, да, Аллах субхану ва тааля исцелил меня после того, как я был слепым, и поэтому бери сколько хочешь ради Аллаха. Бери сколько хочешь. Далее, ученые также сказали, то, что в этой истории Аллах субханаху ва тааля, то есть посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, показал то, что благодарить Аллаха это непременно увеличивает имущество, дает баракат. И первые два, там, конечно, в хадисе не сказано, что с ними дальше произошло, да? Лишь сказано то, что Аллах субхану ва тааля разгневался на них. Но как проявился этот гнев Аллаха, проявился ли он сразу же в этом мире и у них все имущество погибло, или же в судный день, то в хадисе не говорится. Однако нужно понимать, да, то, что если человек наживает свое имущество в грехе, если он наживает свое имущество в жадности и не выплачивает то, что Аллах субхану ва тааля предписал ему, то оно будет уменьшаться. Что бы ни происходило, оно все равно будет уменьшаться и не будет в этом бараката. И поэтому Аллах субхану ва тааля в Коране, в суре Бакара, когда говорит про риба, да, про ростовщичество, Аллах субхану ва тааля сказал: «Ямхакуллаху риба ва юрбис садакат». Аллах говорит, уничтожит риба и преувеличит, приумножит подаяние, садака, который выплачивает человек. И поэтому закат, садака и иные благие дела, они нисколько не уменьшают имущество. Вот 2,5%, да, казалось бы, вроде бы маленькая сумма. Но когда у человека становится имущество очень много, то и закат вместе с ним увеличивается. Да? Но если он переборет свой нафс, переборет научение шайтана и выплатит то, что Аллах субхану ва тааля предписал, Аллах субхану ва тааля непременно приумножит его имущество. И поэтому Аллах в суре Ибрахим в 7 аяте сказал: «Ва'ид та'адзана раббука, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ». И вот ваш Господь воззвал и сказал: если вы будете благодарны, то я непременно преувеличу вам. Если же вы будете неблагодарны, то мое наказание будет суровым. И поэтому, уважаемые братья, благодарность Аллаху субхану ва тааля, щедрость ради Аллаха субхану ва тааля, оно непременно увеличивает имущество верующего. Дальше ученые также сказали, из этого хадиса, говорит, можно понять также то, что ангелы, хоть они и созданы были из света, хоть они и созданы были из крыльев, у кого-то 2 крыла, у кого-то там 3 крыла, у кого-то 4 крыла, да, как Аллах субхану ва тааля об этом в Коране говорит, да, ули аджнихатин маthna ва thulатha ва руба', да, также, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сообщал, то, что он видел Джибраиля алейхиссалям в его истинном первозданном облике лишь дважды
лишь дважды. И когда это было, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то, что ангел Джабраиль, он своими крыльями заполонил весь горизонт, и у него было больше 700 крыльев, и это их истинный облик. А что касается того, то, что ангелы иногда, по милости Аллаха Субханаху ва Тааля, Аллах Субханаху ва Тааля их может давать им такую возможность, то, что они могут принимать облик человека. Облик простого человека. И поэтому вот хадис Джабраиля, помните, да, то, что длинный хадис, когда пришел человек к пророку Мухаммаду и начал спрашивать, что такое ислам, что такое иман, что такое ихсан, да, назови мне признаки судного дня и так далее, и так далее. И сидевшие рядом сподвижники, никто из них не узнали этого человека. И спустя какое-то время пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил Умару, сказал то, что помнишь того человека, который тогда задавал мне вопросы? Это, говорит, был ангел Джабраиль, который пришел, чтобы научить вас вашей религии. И поэтому ангелы могут принимать облик людей по милости Аллаха, по дозволению Аллаха Субханаху ва Тааля. И этот облик может разниться, да? И как вот в хадисе сказано, то, что этот ангел, когда те разбогатели, он пришел к ним в таком вот виде, в котором они были до этого. Пришел в таком виде, в котором были они до этого, и пытаясь напомнить им то, что они сами раньше были такими. И далее, также ученые сказали из этого хадиса, то, что Аллах Субханаху ва Тааля первым двум дал больше имущества, дал больше богатства, а третьему меньше. Почему? Потому что тот, который владеет стадом верблюдов и стадом коров, да, и если сравнивать как бы в денежном эквиваленте, его состояние намного больше, чем тот, у которого стадо барашек. Стадо барашек, да? Его имущество в денежном эквиваленте будет намного меньше. И эти, у кого было много, да, они могли бы поделиться, могли бы дать, и с них бы не убыло бы. То есть их траты вот на этого бедняка, который пришел, то есть в виде которого пришел ангел, их траты были бы намного меньше, чем траты этого человека, бывшего слепого, у которого было стадо барашек. И поэтому, уважаемые братья, то, что Аллах Субханаху ва Тааля иногда испытывает людей богатством. И то, что человек в этом мире, в этой жизни может быть успешным, и у него может быть огромное имущество, огромное количество денег там и так далее, это никак не указывает на то, что Аллах Субханаху ва Тааля любит этого человека, то, что Аллах Субханаху ва Тааля доволен этим человеком. Быть может оказаться так, что Аллах Субханаху ва Тааля испытывает этого человека, как этих двоих, которым Он даровал огромное имущество. Дальше нужно сказать то, что Аллах Субханаху ва Тааля, если мы будем благодарить Аллаха, то Аллах даст баракат в нашем имуществе. А что такое баракат? Баракат – это когда милость Аллаха длится, не прекращается. И поэтому иногда в жизни Аллах Субханаху ва Тааля дает баракат человеку, у которого на столе лишь только одно блюдо, лишь один хлеб, лишь, допустим, просто кастрюля какого-то одного блюда, может быть, да? А у кого-то иногда целый стол, по 10 разных блюд, 10 разных всяких там экзотических фруктов там и так далее, да? Но Аллах Субханаху ва Тааля баракат не дает, и этот человек, он не может насытиться этой едой, он не может познать радость вкуса этой еды. И поэтому в сире пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, приводятся истории, когда то есть вышла весть, то, что арабы, мекканские мушрики, собрали войско 10-тысячное и направились в Медину, да, чтобы сокрушить Медину. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, посовещавшись со сподвижниками, начали рыть опорный ров, да, и в итоге вырыли этот ров с 3 сторон, а с 4 стороны у них была скала, и тем самым они обезопасили Медину от прямого наступления. И эта битва Хандак называется, да, битва Урва. И вот когда рыли эту битву, очень было тяжело.
Мусульмане были нуждающимися, у них не было имущества. И многие из них привязывали к своему животу камни для того, чтобы поменьше испытывать чувство голода. И вот тогда один из подвижников жене приказал зарезать маленького козленка, да, и чтобы она сварила это мясо, и у нее было чуть-чуть муки, и чтобы она, то есть сварила обед для пророка Мухаммада, саллиллаху, и чуть-чуть малого количества людей, которые были рядом с пророком, саллиллаху. И когда этот человек пришел, этот сподвижник пришел к пророку Мухаммаду и сказал: моя жена, шепотом, да, моя жена приготовила для вас столько-то еды, возьми, говорит, некоторых своих сподвижников и пойдемте к нам, да. И после этого пророк Мухаммад, саллиллаху, обернулся и сказал, и закричав в голос всем сподвижникам, которые копали ров, сказал, да, такой-то вас зовет на обед, пойдемте, да. И, то есть это длинная история, если вы читали, вы должны ее знать, да. И в итоге пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, по его баракату, по его, то есть Аллах субхану ва тааля даровал ему баракат, и это блюдо, которое варилось в котелке, оно хватило накормить всех сподвижников, которые были в Медине. И хлеб, который был, то есть в этой кастрюле, да, он хватил всем, которые участвовали при копании, и это является примером, одним из примеров чудес, которые показывал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сподвижникам. И напоследок, уважаемые братья, то есть этот хадис, он был про благодарность Аллаху, про благодарность Аллаху, благодарить Его за Его блага, помнить об Аллахе, когда с тобой все хорошо, так ведь? И хочу напомнить вам то, что сейчас, вот мы сейчас живем, 2019 год, да, альхамдулилля, на сегодняшний день мы иногда даже сами не понимаем, в каком изобилии мы живем. Вот люди пожилого возраста, вот мне лично моя бабушка рассказывала, то, что, говорит, в детстве нам, говорит, было за радость съесть целое вареное яйцо. Одно яйцо сварить, это, говорит, был огромный праздник, да? А сегодня этим яйцом дети могут кидаться в друг друга, играться, да, и не знают цену этому яйцу. И точно так же раньше, то есть во время голода, люди выходили на поля, собирали гнилую картошку, чтобы их съесть, да, собирали гнилую картошку, этим насытиться, варили супы из разных сорняков, да, потому что не было продуктов, не было пищи, и им было тяжело. А сегодня, альхамдулилля, только лишь заплати. В магазин заходишь, полное изобилие. Все, что хочешь, можешь купить. Все, что хочешь, допустим, можешь попробовать. Да? И поэтому, я даже помню, вот один из братьев рассказывал, то, что, говорит, в 90-х, говорит, мама, говорит, принесла домой банан, да, и мы, говорит, поделили на всех членов семьи этот банан, говорит, и кушали как будто такой деликатес заморский, да, раньше же не было же таких же фруктов, да, и кушали, говорит, с таким упоением, с наслаждением, то, что целый банан на всю семью, да, а сегодня банан, сколько он, 50 рублей стоит килограмм, 4-5 бананов можно за 50 рублей спокойно поесть, и никто не будет считать это за какое-то такое прям супер достижение. И также показателем того, то, что в какое время мы сейчас живем, является то, что сегодня дети обижаются, если они в школу не идут пешком, если идут в школу пешком. Они говорят: папа, зачем ты нас на машине не повез? Папа, почему там да мы идем пешком или едем на автобусе? Субханаллах. А лет 10 назад, лет 20 назад, да, и машин-то особо ни у кого не было. И во дворах был пустырь, да, там 1, 2, 3 машины стояли во дворах. И в школы ходили в битком набитых автобусах и так далее. И поэтому вот это все указывает на то, что, альхамдулилля, милость Аллаха широка. И сегодня, как бы мы ни жаловались, сегодня у нас, альхамдулилля, изобилие. И сегодня даже вот те братья, которые занимаются благотворительностью, они говорят, по крайней мере в Татарстане, невозможно найти человека, который, говорит, сидел бы и голодал бы за кусочка хлеба. Нет, говорит, таких людей сегодня. Есть те, которые не пробуют масла, да, есть те, которые не пробуют сметаны, там, без сметаны, без масла кушают, да, но который сидел бы и голодал бы и не мог бы поесть хлеба, таких людей сегодня в наше время, по крайней мере в нашей республике, нету, говорят.
И поэтому это все указывает нам на то, чтобы мы были благодарными Аллаху Субханаху Тааля, чтобы мы знали долю Аллаха Субханаху Тааля, чтобы мы помнили об Аллахе Субханаху Тааля, потому что Аллах Субханаху Тааля дарующий, и Он может что сделать? И Он может лишить человека всего имущества. И поэтому Аллах Субханаху Тааля во многих аятах в Коране призывает остерегаться быть того, чтобы быть неблагодарными. Аллах Субханаху Тааля в суре Шура говорит: «Истаджибу ли раббикум мин кабли айятия яумун ла марадда лаху мин Аллах, ма лакум мин мальджаи яума иди ва ма лакум мин накир». И взывайте, ответьте призыву вашего Господа до тех пор, пока, говорит, придет день, в котором ничто не защитит вас от Аллаха. И никуда вы не сможете спастись, и никто не сможет вам помочь. Поэтому, уважаемые братья, нужно быть благодарными Аллаху, нужно помнить об Аллахе. И не нужно быть высокомерными, как эти двое, указанные в хадисе, которые отнекивались, которые говорили постоянно отговорки: извини, у меня много долгов, да, и которые точно так же и возгордились. Он вчера был прокаженным, он вчера был лишенным всех волос, да, и люди сторонились его, а сегодня он говорит: нет, это, говорит, не имущество, которое даровал мне Аллах, это, говорит, имущество, которое было передано от предков, которое пришло от отца к сыну, от этого сына к его сыну и так далее. Они же так сказали ангелу, да? Это, говорит, пришло мне по наследству это имущество от моих предков. И поэтому, уважаемые братья, альхамдулилля, Аллах Субханаху Тааля кому-то дарует свою милость. И пусть этот человек после того, как он стал, то есть как у него приумножилось богатство, пусть он не взлетает, пусть его нос точно так же не поднимается до небес, да? Ведь как легко он получил эти средства, он также легко их может потерять, если он будет гневать Аллаха Субханаху Тааля. И пусть Аллах Субханаху Тааля сделает нас праведными, пусть Аллах Субханаху Тааля сделает нас справедливыми, и пусть Аллах Субханаху Тааля сделает нас благодарными Аллаху Субханаху Тааля за все его блага. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.